инспекции были отмечены медалями и грамотами, как самые успешные и перспективные. Именно поэтому глава республики решил встретиться с ними лично. Указ президента Чеченской Республики. За заслуги в деле охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения на территории Чеченской Республики и в связи с празднованием Дня ГАИ Чеченской Республики награждается медалью защитнику Чеченской Республики Магомадов Иса Люмаевич, подполковник. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Рашитов Руслан Хуматиевич, старший лейтенант милиции. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Пушков Саид Султанович, лейтенант милиции. За безупречную службу, добросовестное исполнение служебных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с празднованием Дня работника Государственной автомобильной инспекции награждается почетной грамотой президента Чеченской Республики Сукиев Хусаин Вахаевич, капитан милиции, старший инспектор службы инспектора. Служу Отечеству. Награждается Байсаров Рустам Султанович, старший лейтенант милиции. Президент Байсаров выбрал получение награды. Президент Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Ja, vi är faktiskt så lätt då ska jag kort ju ha form jag gör istället då när jag شو قفلات في الخيط då så när jag lägger i då när jag måste gå då إذا شو شدق då det då jag arbetar ju det är rätt så. Но в этот день они просто обязаны быть доброжелательными к водителям. 3 июля – день, когда объединяются все сотрудники дорожной милиции. У них даже есть своя традиция, связанная с этой датой. На службу они выходят все без исключения в белых рубашках. Один день из жизни героев сегодняшнего дня в репортаже Адлана Баргишева. Приказ по ГИБДД – всем быть в парадной форме. 73 года Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Казалось бы, сегодня они должны отдыхать, но нет, будут нести службу, выполняя задачу по сохранению жизни участников дорожного движения. Смирно! Приказываю заступить на охрану общественного порядка и надзору за транспортом и пешеходом в городе Грозном. Поддержать инспекторов ГАИ решил и патриотический клуб «Рамзан». Совместно с ГИБДД активисты организовали акцию по раздаче буклетов. Как говорят патриоты, трудно переоценить роль ГАИ в республике, где с каждым годом возрастает численность транспорта и все более интенсивным становится движение на дорогах. Они проделывают огромную работу для нашей республики, для нас, простых граждан, пешеходов и водителей. И сегодня мы хотим от лица всей молодежи, от лица патриотического клуба «Рамзан», я хочу поздравить их с их профессиональным праздником. Дал эхту больше. А в это время инспектора продолжают получать поздравления даже во время несения службы, что, впрочем, не мешает им оставаться такими же бдительными и строгими. Останавливались, поздравили нас, кто по радио услышал, кто так и знает наш профессиональный праздник. Есть поздравили, конечно, очень приятно. Хотелось бы и большего, но я надеюсь, годами у нас этого наладится. Поздравления с профессиональным праздником принимали не только на дорогах. Поздравительные письма приходили со всех уголков страны. По словам заместителя начальника ГИБДД республики, наши инспектора тоже не остались в долгу. Это праздник любого нашего гражданина нашей республики, потому что каждый гражданин, он в той или иной степени, или пешеход, или пассажир, или водитель, он все является участником дорожного движения. И мы всем им желаем, чтобы, значит, как говорится, нашу зеленую волну, чтобы они ездили без аварийности. На торжественном совещании отличившихся сотрудников наградили грамотами от министра внутренних дел Чеченской Республики. Поздравить сотрудников ГАИ пришли и представители аппарата уполномоченного по правам человека.
Адлан Баргишев, Магомед Сулейманов, Заур Магомадов. Новости. Продолжаем выпуск. В офисе уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике прошла встреча чеченских правозащитников с депортированным студентом Каирского университета Аль-Ансар Махсудом Абдуллаевым. Главным поводом для встречи послужили массовые задержания чеченских студентов в Каире в начале июня этого года, после чего двое из них, в том числе и Махмуд, были депортированы из Египта. Махмуд Абдуллаев рассказал, что причиной депортации чеченских студентов из Египта послужили просроченные визы. بكل ديستنس مسيا درسنتيا قد درسنتيا شتا أرا ويش عيدلان داس تو توسا بوستم قوتين شتا درسيا تو كيش خاتنا شت سداوي جرسيا نتاوي جنستات ترما شو ولنس شواج ترما شوالته داسيا دا ديبورتسن سامس أروح شبشاق ويش شغال أروح وهذا Москва حاجة تأسو ترما شو سازو إيربورت دعوية إيربورت ميليتك دعوية تأسو بليت تأس موسكو سو موسكو حاجة شو جيت ناسو بيت نسادي ويلي موسكو حقيقة ناسي موسكو حقيقة شو ده سيا بيوسي حقناس موسكو إيربورت بيوسي حقنو ويلي مش كيم غلط صوب ديناس أيون كيم نستلش Грозный хавенас, цацкиеш, плюс кешфадиеш, цахалас, иттяшудерс. Нурдин Ухажиев сказал, что окажет содействие в получении общегражданского паспорта и в случае необходимости выступит в защиту его прав. Он отметил также, что власти республики, правозащитное сообщество и дальше будут следить за судьбой наших студентов, обучающихся в Египте и в других зарубежных странах. В принципе, спортивный клуб «Рамзан» очень лучше дюйм. Эйдл Балахша очень дюйм, дائما судья издар. В Германии, Великобритании, он только работает студент, что киев стат на борщу, так вот здесь же нет, особенно что Хурмаалра, шьют долом, молодежь долом, что митч хадалаха в республике хадалах, хадалах субъект шка в России, в разнарядке где же дагандалах, хейс пашалах хадалах, все остах он уже олдеш, но не умнешь. Уполномоченный пообещал молодому человеку оказать содействие для продолжения его учебы и подарил студенту свои авторские книги и ежегодный доклад о деятельности Государственного института правозащиты, отметив, что в этих изданиях можно ознакомиться с механизмами защиты своих прав и получить достоверную информацию о ситуации в республике. Перебои с подачей воды и работой лифтов будут прекращены, заявил Абу Сугаипов журналистам. Проблему жилищно-коммунального хозяйства обсуждали сегодня на пресс-конференции в информационном агентстве «Грозный-Информ». Министр также рассказал о работе, которая проводится в поселке Войково по укреплению береговых линий и восстановлению дороги, размытой во время июньских паводков. Но если одни страдают от изобилия воды, то другие от ее отсутствия. Отключение воды легко объяснимо, заявил министр, в силу того, что в некоторых районах республики продолжается работа по прокладке водонаборных труб. Воду приходится временно отключать. Мы в прошлом году в Старопромысловском районе заменили где-то 260 километров водопроводной линии. Когда по программе ФЦП у нас предусматривалось 30-40 километров по всей республике. И в этом году такая работа, предусматривается, работа не будет прекращена до тех пор, пока мы ее не закончим. И о том, что вы сможете увидеть в следующей части нашего выпуска. Медицину республики поднимаем все вместе. Благотворительный фонд Islamic Relief построил для ножаюсов больницу. Раньше это был фонтан, а теперь произведение искусства. Грозный будет не только центром мира, но и городом фонтанов. В столице открылась еще одна мечеть. Теперь азан в поселке с необычным названием «Элеватор» раздается с высоты многометрового минарета и слышен на всю округу. Для небольшого поселка на окраине Грозного это особенное событие, поэтому на открытие собрались практически все местные жители. Сюжет Хамзата Батукаева. Территория Артемовского элеватора давала в свое время республике зерно, дала она название местному административному участку. Артемовский элеватор – это имя поселка, который за несколько лет разросся до 70 дворов.